Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 11 февраля. Это у нас с вами среда. Мы будем смотреть на колоде «Цыганский пасьянс». Почему? Потому что день у нас обещает с вами быть спокойным. Он будет идти под арканом умеренность, поэтому ничего страшного не должно произойти. Все дела должны решаться легко, просто, без каких-то сложностей. Знаете, как все двери будут в этот день открытыми. Ну, даже если где-то какая-то будет неприятность, допустим, закрытая дверь, то по карте умеренности оно все должно легко и быстро разрешиться. Поэтому посмотрим на пасьянсы. Так, поехали. Значит, первый у нас овны. Еще, кстати, по времени, всегда, когда идет аркан умеренность, со временем могут быть сложности. Может тянуться время, встречи могут переноситься, откладываться, затягиваться какие-то ситуации. Поэтому тоже имейте это в виду. Так, смотрим, значит, овны, среда, 11 февраля. Сразу же выпадает метла первая, ссора. Ну, как я вам и сказала, ссора, ну, возможно, будет примирение сразу, потому что это карта мира. Угу. И неприятность. Ну, скорее всего, это она и есть. Вот неприятность, с кем-то можете поссориться. Угу. И слезы. Ну, скорее всего, это одна какая-то история. Новость. И бабочка. Деловой разговор. Возможно, это какой-то рабочий разговор, который приведет к ссоре. Сундук нельзя. Ну и, конечно, мы с вами смотрим горизонталь, вертикаль. Змея. Угу. Ссора со змеей. Ну, здесь не вижу. Получается очень похоже на то, что в этот день у вас будет неприятность в среду. Какая неприятность? Ссора с человеком, который будет на вас нападать, змея, да, пытаться как-то, не знаю, там, сказать какое-то обидное слово, может быть, не знаю, там, сплетничать против вас. Слезы, неприятность, ссора, слезы, змея, деловой разговор и новости. Ну вот по ощущению, что как будто бы это на работе, либо в делах. Какой-то разговор приведет к ссоре из-за того, что человек будет вести себя неадекватно и будет на вас нападать по змее. Ну, опять же, тут все зависит от вас. Вы можете не реагировать на это. Вы должны понимать, что аркан умеренности. Я спокойный, я не реагирую. И все, и тогда никакой ссоры не будет в этот день. Все будет нормально. Что, видите, от вас будет зависеть. Если вы реакцию дадите, то все это приведет потом к слезам и неприятности. Это ссора. Ну, а зачем вам эти неприятности? Правильно? Поэтому лучше не реагировать на эту змею с ее нападками на вас. Благодарю за внимание, овны. Переходим к тельцам. Так, ну сейчас я хочу еще посмотреть, что у нас там будет за день. 11 февраля. Что у нас здесь? Да нет, вроде бы все нормально. Не сатанинский, ничего. Так, хорошо, поехали. 11 февраля. Тельцы. Сейчас. 11 февраля, тельцы, события дня. Угу. Цветочек, супер. Ух ты, еще и подкова рядом. Хорошо. Домик.
Змея. Рыба. Так, ну и давайте проверим, что у нас с вами еще здесь. Ножницы нельзя. Здесь нет. Получается 5 событий. У вас в среду может быть исполнение желания, удача. День будет очень удачный для вас. События дома, в семье, домашние дела, домик показывает, общение, контакт со змеей. Это может быть как человек, который проявляет агрессию в вашу сторону, так и просто, например, такой по характеру. В вашу сторону агрессию не проявляет, ну, по своей природе может, да, скажем так. Поэтому как проиграется змея, тут сложно сказать. Но рядом события хорошие, возможно, больше своим позитивным значением проиграется. И также у вас еще выпало предупреждение «скользкое дело». В этот день вас могут втягивать в какие-то истории, поэтому имейте это в виду. Не ведитесь на разного рода провокации, какие-то заманчивые предложения, потому что это до добра не доведет. Видите, рыба. Вас заманивают в хитро расставленные сети, как рыбку. Так что будьте аккуратны. Благодарю за внимание, тельцы. И переходим к близнецам. Близнецы, 11 февраля. 15 февраля, хотел сказать. Близнецы, 11 февраля, среда. Что у вас, наверное, 15 будет важный день какой-то. 11 февраля, близнецы, события дня. Домик. Ножницы нельзя. Угу. Будильник. Возможно, будете дома и будет тянуться время. Может быть, ждать надо будет кого-то. И рыба еще выпала. Теперь смотрим горизонталь, вертикаль. Нет. Ну, я не вижу совпадений. Не вижу. Нашла только 2 события для вас. Первое, 3 события. Первое — это дом. Домашние дела в этот день, возможно, будут. Дальше будет какая-то проблема со временем. Могут встречи переноситься, откладываться, затягиваться какие-то ситуации, замедляться. И, то есть, нужно будет проявлять терпение. И скользкое дело. Также нужно быть осторожным, потому что вас могут втягивать в какие-то истории в этот день. Поэтому вот 2 предупреждения. Это скользкое дело, рыба, и это время. Кстати, вот очень часто, если мы говорим о мошенниках, то они как раз либо оттягивают какое-то время, либо наоборот его сжимают. То есть говорят нам быстрее, 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 быстрее. То есть как раз вот они манипулируют другими людьми через время. Что надо делать либо слишком быстро, либо наоборот растягивается эта вся история. Знаете, как маринуют, да, маринуют человека специально долго. Поэтому вот имейте это в виду. Благодарю за внимание, близнецы, и переходим к ракам. — 11 февраля. Это что такое?
11 февраля, события дня, раки. Угу. Первое событие — расческа, предупреждение, и метла. Неприятность, ссора и разговор рядом. У вас может быть ссора в каком-то разговоре пустом. Цыпленок. Угу. Маска, обман. Возможно, вот как раз из-за этого и ссора. Маски будут сорваны. Так, ну и смотрим горизонталь, вертикаль, проверяю. Я не вижу горизонталь, вертикаль. Значит, что у нас получается с вами? Первое событие — неприятность. Предупреждает о том, что в среду может быть неприятность. Дальше выпадает ссора и обман. Поэтому вполне возможно, это и есть неприятность. То, что вас могут обмануть, или вы можете с кем-то поссориться. И также еще выпадают пустые разговоры, болтовня и ребенок. Цыплята. Ну, это может быть обязательно ребенок, это кто-то, о ком мы заботимся в этот день. Это может быть там и коллега по работе, да, кому вы помогаете, это может быть и ваш ребенок, это может быть и родители, которым надо помощь. То есть это забота о ком-то. Так что будьте еще о ком-то заботиться в этот день. Ну, вот ваша задача — избежать неприятности, ссоры и обмана. Возможно, это одна история. Такая информация для вас. Благодарю за внимание и переходим к львам. Сейчас переходим. Сейчас я складываю так, чтобы они не повторялись, а то постоянно мне пишут: вы плохо мешаете, вы плохо мешаете. Нет, я когда складываю их в разные места. События, которые были, да, вот, у предыдущего знака. Львы, 11 февраля, среда, события дня, львы. Смотрим, львы, что у вас. Сразу же конфликт. Да что ж такое? Вроде бы день умеренности, должны быть спокойными. А все какие-то, все на взводе. Угу. Желание. Да, и неприятность. Вот скажите, да? Специально складываю в разные места. Вот сейчас скажете: у раков была неприятность, вы плохо помешали. Нет, я их складывала в разные места в колоде. Ну, вот если она должна выпасть, она все равно выпадает. Как ни складывай. Домик. Может быть неприятность дома. Ну и поехали, смотрим горизонталь, вертикаль. Колокольчик нельзя. Там нет, здесь нет. Свиток нельзя. О, есть хорошее событие. Шарики. Супер. Значит, смотрим, что у вас выпало. Первое сразу же предупреждение: конфликт. Кстати, тут еще где неприятность, можно было чашечку сложить. Гости. Или неприятность, или гости. Но я первую расческу увидела. Значит, рассказываю. Конфликт, 2 меча, исполнение желания, домашние дела, неприятность и хорошие новости. Поэтому у вас 3 события хороших. Это вот эти новости, домашние дела, исполнение желания. И 2 события предупреждения. Конфликт, неприятность. Ну, это может быть одно, да, событие. Какая неприятность? Ну, с кем-то поругаетесь. Так что, львы, для вас предупреждение.
Нужно быть спокойными, карта умеренность, понимаете, держать эмоции под контролем в этот день. А у нас как будто бы наоборот, знаете, не будет этой умеренности. У многих знаков выпадает или ссора, или конфликт, или ссора, или конфликт. Так, львы. Хорошо, посмотрели. Смотрим теперь, что у дев. 11 февраля, среда. События дня Девы. Угу. Первое событие книга. 2 кольца. Яблоко. Дом. Весы. Так, ну и давайте проверим горизонталь, вертикаль. Конфликт. А что же это такое? Каждому знаку выпадает. И колокольчик. Так, значит, что у вас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 событий в этот день. Первое. Посещение госучреждения. Казенный дом выпал. Тайная встреча. Слезы. События дома. Домашние дела. Сложный выбор. Конфликт и пустые разговоры. Ну, из предупреждений, понятное дело, конфликт, слезы. Ну, тайная встреча тоже такая себе история. Тайная встреча в госучреждении. Но самое главное избежать этого конфликта, постараться в этот день. Странно. Вроде бы такой, я думала, будет спокойный день, а он наоборот нам показывает, что все будут на взводе. Хорошо, смотрим дальше. Дальше посмотрим, что у весов. Весы. 11 февраля, среда, события дня. Угу. Если у вас бокал выпадает первое. Угу. И свиток. Деловая встреча, может быть, где-то в кафе, в ресторане. Бокал. Там, где можно пообедать. Колокольчик. Ну, колокольчик показывает пустые разговоры. Пустая, наверное, встреча будет. Ой, еще и расческа это выпала.
Так, здесь нет, и здесь нет. Значит, смотрите, 4 события. Первое — застолье, бокал. Второе событие — деловая встреча в этот день, деловая, рабочая. Пустые разговоры, болтовня, ну, может быть, это, да, бокал и пустые разговоры вместе проиграются. И неприятность. Тоже никуда мы от нее не денемся, выпала эта неприятность. Опять же, помним, да, так как у нас идет аркан умеренность, то обычно все вот эти неприятности и разные проблемки, они решаются достаточно легко у нас в этот день. Так что, ну, предупреждение все равно, видите, есть. А может быть, это, кстати, будет не с вами какая-то неприятность, а с кем-то. Потому что, видите, у вас тут нет рядом событий никаких. А вы просто будете свидетелем неприятности другого человека. Такое тоже может быть. Благодарю за внимание. Весы, переходим к скорпионам. Одиннадцатое февраля. Скорпионы. Среда. Угу. Нерешенный вопрос. Ну, для карты умеренности, в принципе, может быть. По умеренности всегда все откладывается, затягивается. Нерешенный вопрос, пустые разговоры. Любовь, зато в любви все хорошо. Ссора, метла. Может быть, и вопрос не решится из-за того, что будет ссора. Ага, тут еще и маска, обман. Маска, череп. Ну, в данном сочетании это, конечно, может быть и поход к косметологу. Маска и череп, здоровье. Так, роза. Корона. Опять же, если брать свидание, то это может быть и театр, маска. Ну, опять же, маска и обман, может быть, тоже мы не исключаем этот вариант. Если, допустим, выпадает разговор, влиятельный человек, он может вас обманывать. Так, машину нельзя. Здесь нет, здесь нет, нет. О, видите, выпала все-таки эта встреча выпала. У вас, получается, будет и рабочая встреча деловая с каким-то человеком влиятельным, и приятная встреча тоже будет, любовь. Флаг нельзя. И здесь нет. Получается, у вас в среду есть нерешенный вопрос. Выпадает деловая встреча, общение с другим человеком, нерешенный вопрос. Выпадает также приятная встреча, свидание, любовь и пустые разговоры. Выпадает ссора в этот день, предупреждение, ссора, обман и болезнь. Может быть, какие-то вопросы по здоровью будут возникать в этот день. Будете заниматься здоровьем. Поэтому предупреждение, ссора, обман, болезнь. Ну и нерешенный вопрос, это что же, как бы, да, хотелось бы, чтобы решился, но не решается. Что у нас тут с ножницами? Одна. Ага, и вот, да, получается, ну, далековато. Решение этого вопроса далековато еще пока. Такая информация для вас. Благодарю за внимание, скорпионы. Переходим к стрельцам. Одиннадцатое февраля, среда, стрельцы.
колокольчик. Ну, у нас сегодня колокольчик, звезда расклада. Пустые разговоры. Переливание, да, из пустого в порожнее. Чемодан. Свиток нельзя. И расческа тоже у нас. Звезда расклада. Два кольца, расческа. Домик. Угу. Хоть что-то хорошее. Венок. Ключ тоже хорошо. Так. Весы нельзя, и здесь не вижу. Получается, ну 50 на 50 у вас и хорошие, и есть и предупреждения тоже. Значит, первое событие выпало: пустые разговоры, болтовня. Дальше неприятность может быть, тайная встреча может быть, успех в делах, ключ, умение найти решение, выход, открыть любые двери. События дома в семье, домашние дела и временная разлука, расставание с кем-то в этот день. Ну, как бы есть хорошие события, но есть и предупреждение, неприятность. Но опять же помним, когда у нас идет день под влиянием аркана умеренность, то неприятности, в принципе, решаются достаточно легко. Так что имейте это в виду. Благодарю за внимание, стрельцы. Переходим к козерогам. 11 февраля. Козероги, события дня. Угу. Первое событие сразу подкова. Супер. Угу. Также есть подсвечник. Конверт. Ну, хоть что-то новенькое, а то у всех одно и то же. У вас новые события. Угу. Флаг. Весы. Книга по горизонтали. Бокал нельзя. Нет. Череп. Череп есть. О, цветочки есть. Супер. Цветок. И солнышко нельзя соединить. Значит, смотрим, что у вас получается в среду. У вас выпадает удача. День точно будет для вас очень удачный. Может исполниться желание. У вас есть какие-то надежды на этот день. Возможно, госучреждение выпала, книга. Может быть, вы там хотите какие-то вопросы решить. И выпадает карта победы. Видите? Надежда на победу, и победа будет. Еще и выпал конверт. Часто конверт — это получение какого-то документа. Ну или в принципе получение чего-то. Поэтому есть шанс, что если вы в среду планируете что-то получать, но у вас есть сомнения, да, вот весы — это колебания, сомнения, то все должно быть хорошо у вас. Удача на вашей стороне, и ваше желание исполнится, вы получите то, что там себе задумали. Еще выпала карта череп.
события череп. Это у нас тема здоровья. Здоровье, поэтому тут вот, возможно, будете заниматься еще здоровьем в этот день. Может быть, это, кстати, больница, казенный дом. Больница, здоровье, там, не знаю, прием у врача. И карта показывает, что все пройдет очень удачно и будет хороший результат. Как вариант, может быть, так. В общем, у вас здесь события выпали хорошие. Вам повезло в этот день. У вас ничего плохого не выпало. Благодарю за внимание и переходим к водолеям. Так, сейчас я думаю, складываю и думаю. 11 февраля, водолеи, события дня. Так, водолеи, поехали, смотрим. Среда для вас. Угу. Победа. Чемодан. Весы. Подарок нельзя. Маска. Угу. И рыба. Ох, маска и рыба рядом. Надо быть очень осторожными в этот день. Так, смотрим, значит, что у нас с вами здесь. Расческу нельзя. Здесь нет, и здесь не вижу совпадений. Получается, в этот день у вас выпадает сомнение. Сразу же первое событие, весы выпали. Колебания. А, нет, они не первые. Первая выпала победа. Победа. Победа, результат, успех в работе, в делах. Дальше выпала временная разлука, расставание, чемодан. И либо наоборот встреча после разлуки. Еще нашла лебедя. Значит, временная разлука. Дальше сложный выбор, весы. Сильные сомнения, либо сложный выбор. Да, делать, не делать, надо, не надо, врет, не врет. Да, вот рядом обман выпадает. Два предупреждения. Обман, маска и скользкое дело, рыба, вас втягивает в какую-то историю, специально, умышленно обманывая вас, да, надевая на себя маску. Человек прикидывается хорошим и тянет вас куда-то в сети. Поэтому будьте осторожны. Здесь однозначно когда они еще вдвоем выпадают рядом, это прям такой, знаете, восклицательный знак. Будь внимателен. Ну и все хорошо в личной жизни выпала, верность. Вот не зря, мне кажется, вот эти сомнения, они будут связаны с вот этой историей. Вот вы как будто будете внутренне чувствовать, что не надо влезть в эту историю. Так что будьте осторожны. Благодарю за внимание, водолеи. Значит, и еще, кто родился 11 февраля, у кого день рождения в этот день, я вас поздравляю. И у вас начинается год, который будет идти под арканом умеренность. Это очень такой мирный год, спокойный, ровный, да, когда вот все легко решается, дается человеку. Почему? Потому что вот этот, который у вас сейчас заканчивается, скорее всего, был очень трансформационный, потому что он шел под арканом смерти. И в этом году вы могли там что-то терять, что-то могло уходить. То есть, были такие серьезные перемены в жизни. Скажем так, 90% вероятно, что так могло быть. Понятно, что там остается какой-то люфт того, что все могло бы пройти плюс-минус спокойно. Обычно это год больших перемен. И вот как раз следующий год вам дается для того, чтобы вы немножко отдохнули, да, от всех вот этих перипетий жизненных. Поэтому вот так. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам.
Так, сейчас я складываю так, чтобы они у меня не повторялись. Угу. Так, так. И смотрим рыбок. 11 февраля. Меня интересует среда рыбы. События дня. Угу. Первое событие — успех, лавровый венок, бокал, шарики, супер, цепь, череп. Угу. Так, свиток и бабочка. Деловая встреча, деловой разговор. Ну, возможно, он у вас пройдет успешно. Рядом. Угу. Друзья, нерешенный вопрос. Весы, сложный выбор. Значит, цыпленка нельзя. Здесь нет. Получается у вас, событий много, раз, два, три, четыре, пять, 9 событий у вас аж на среду выпадает. Первое событие выпало и показало, что у вас будет успех в делах, в работе. У вас может быть застолье, какие-то посиделки, хорошие новости вас ждут, общение с друзьями, сложный выбор, вопросы по здоровью, можете здоровьем заниматься в этот день, нерешенный вопрос какой-то, деловая встреча, деловой разговор. Вот такие события. Ну, из минуса получается нерешенный вопрос. Да, хотелось бы, чтобы вопрос решился, но не получается. Поэтому из минуса нерешенный вопрос, тема здоровья, болезнь выпала и сложный выбор. Ну, вот эти вот 3. Как бы. А ну сейчас посмотрим. Нерешенный вопрос. Ножницы у нас. Ага, видите, разделяют 2 карты. Нерешенный вопрос. Ну, скоро решится. Может быть, не в среду, там, а на днях. Поэтому так. Такая информация для вас, рыбы. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.